Мошенничество в Уголовном кодексе Российской Федерации – это преступление в сфере экономики, направленное против собственности, представляющее собой хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. В последнее время охотников легкой наживы стало значительно больше. В этом отношении и наш сравнительно маленький город не исключение. С каждым разом мошенники придумывают все более новые и изощренные способы хищения, но самые распространенные – при помощи телефона и под видом социальных служб. Вы можете получить смс-сообщение, в котором будет написано то, что ваша карта заблокирована, то есть этому верить тоже не нужно. Нужно будет обратиться в сам банк и разъяснить данную ситуацию. Также на сегодняшний день звонят незнакомые люди, представляются родственниками, близкими, объясняя тем, что они попали в тяжелую жизненную ситуацию и тем самым просят также денежную сумму. То есть об этом, по данному факту, то есть нужно будет тоже разъяснять ситуацию, звонить родственникам, то есть узнавать. Также приходит на сегодняшний день, занимается продажей лекарственных средств, БАДов, различных спецаппаратов, аппаратуры, то есть которые продают за очень большие деньги, которые на сегодняшний день таких денег она не стоит. То есть также хотелось бы отметить, что данную аппаратуру, а также лекарственные средства продаются только в государственных учреждениях, аптеках, госаптеках. То есть хотелось бы, чтобы на это обращали внимание. Различными источниками средств массовой информации население постоянно информируется о возможных способах совершения мошенничества. Однако практика следственных органов свидетельствует о том, что не всегда наши сограждане прислушиваются к предупреждениям, попадаются на ловко расставленные мошенниками сети, в результате чего становятся жертвами преступников. Сотрудники полиции еще раз напоминают всем гражданам быть бдительными, любую информацию тщательно проверять и ни в коем случае не переводить денежные средства незнакомым людям. Елена Афанасьева, Айгуль Хамитова, Дамир Хайбуль, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.